погоду с 8 утра до 8 вечера на кровле Воскресенской церкви в селе Усть-Кулом кипит работа. Тех, кто сейчас на высоте, не смущают ни дождь, ни снег, ни ветер. Люди делают это в память о своих предках, которые в середине XIX века строили этот самый большой храм в Коми-крае в честь Воскресения Христова. Еще в XIV веке на высоком берегу Вычегды духовный брат игумена всея Руси преподобного Сергия Радонежского, святитель Стефан Пермский, основал Спасову пустынь. На этом месте позже вырос белокаменный Троице-Стефано-Ульяновский монастырь. Из летописи мы знаем, что в конце XVIII века в Усть-Куломском приходе были две церкви. Деревянная, одноэтажная в честь святителя Николая, построенная в 1717 году, и Петропавловская, возведенная в 1799 году. А этот огромный храм выстроен в XIX веке. Начали строительство в 1835 году, а вот последнее освящение было в 1867 году. То есть этот храм, он является двухэтажный, двухпрестольный. Отличительной особенностью нашего храма является то, что он обетный, он построен по обещанию усть-куломцев. Больше молиться, почитать заповеди и прославить Божью Матерь и самого Господа Иисуса Христа. Храм выстроен в честь Владимирской иконы Божьей Матери и Воскресения Христова, самого главного праздника христиан – Пасхи. Предел осветили как обедный храм, то есть в честь именно Владимирской иконы Божьей Матери, потому что вот в Усть-Куломе пошла эпидемия, и люди стали ходить крестным ходом, то есть осветили предел в честь Владимирской иконы Божьей Матери, и на праздник именно Сретения Владимирской иконы Божьей Матери стали ходить крестным ходом вокруг села, и эпидемия прекратилась. Средства собирали всем селом. Каждая семья вносила свою лепту трудом, продуктами и деньгами. Сначала вручную изготовили необходимое количество кирпичей, а потом вели строительные работы. Невероятно красивый, огромный, величественный храм даже в таком состоянии, без купола и креста, впечатляет. Действительно, архитектура нашего храма поражает своей красотой и величественностью, особенно второй этаж, высокие потолки, объемный зал. Невероятно представить себе, когда все хором там молятся, это действительно мощь. Являлся весенним, летним храмом, там не было отопления. Сейчас мы его восстанавливаем уже с отопительными приборами, он будет теплый. Церковь Николая Чудотворца в лихолетие разрушили и разобрали на кирпичи. Иконами топили печки. В Воскресенской церкви разместился кинотеатр, потом здание использовалось под склад. В церкви Петра и Павла размещалась пожарная часть и гараж, а в алтаре устроили курилку. Мы с вами находимся на втором этаже Воскресенского храма в пределе Воскресения Христова. Здесь начинались службы на Пасху. Здесь служили многие знаменитые священники. Семейная чета Доброумовых. Николай Доброумов, священномученик, прославленный в лике святых, погиб в 1937 году за веру. Его расстреляли. Он был настоятелем наших храмов в течение 3 лет, с 1903 по 1906 год. Последний священник, последний настоятель наших храмов
Протоиерей Попов Иван Николаевич долгое время здесь служил, молился. Он был женат. У него была матушка Анна, с которой они воспитывали ее племянниц. Своих детей у них не было. И в смутные годы, послереволюционные, он успокаивал людей. Он продолжал молиться. Когда пришли красные, у него отобрали дом и сказали, что там будет совет красноармейцев. Прихожане построили ему новый дом. В 1931 году его взяли под стражу. Хотели составить на него дело, но не получилось, не хватило доказательств, его отпустили. А в 1935 году его все-таки опять забрали и уже приговорили к расстрелу. Но заменили расстрел ссылкой, угнали в Кемеровскую область. И в 1937 году, в страшном 1937 году, заменили опять ссылку расстрелом. И окончил он свою жизнь, не предав веру, не предав Христа, в январе 1938 года. Его расстреляли. Восстанавливать святое место первым начал игумен Иона Скибин еще в 1997 году. Ему помогали волонтеры. С трудом удалось убрать горы мусора и расчистить от хлама первый этаж. Отец Иона соорудил небольшой иконостас и стал служить молебны. Наш храм начали восстанавливать еще скауты, приезжающие в годы службы здесь игумена отца Ионы. Это 90-е годы. Затем было затишье. Затем в 2012 году продолжились восстановительные работы по очищению храма от мусора. Продолжались они несколько месяцев. Многие волонтеры сюда приезжали. Позже сюда назначили служить священника Александра Антонова. Владыка Петерим благословил нас с отцом Александром приехать сюда в 2006 году. И так получилось, что мы приехали сюда со всем своим скарбом 8 сентября. Это, как потом мы уже узнали, день Сретения Владимирской иконы Божьей Матери. Вот сейчас продолжается восстановление Владимирского храма. И для нас, конечно же, это своего рода Божий знак. Владыка благословил, потому что здесь не было священника в те годы. И вот мы здесь уже более 10 лет. Крыша стояла такая, что уже она вся была в дырочках маленьких, то есть, можно сказать, как звездное небо было. Вот, если можно было посмотреть снизу на крышу, то есть, и, конечно, она потихоньку сливала. Эта крыша, то есть, гнила. Вот. Ну и, конечно, храм тоже, где не были стены прикрыты, камни, то есть, кирпичи, они разрушались. Конечно, ну, когда строили в древние времена, храм, конечно, колоссальный, то, что столько лет он простоял. Сейчас, слава Богу, что у нас есть люди, которые стали болеть сердцем за этот храм. То есть и пошло восстановлением, слава Богу. Потомки людей, которые жили в советские годы, которые видели много хорошего, но видели и много зла, страха. Мы не должны забывать истории наших священномучеников. Но про что их истории? Про зло, про страх, про смерть. Я думаю, что если бы это было главным, то людская память это бы все забыла. Но они нам передали послание. И это послание также передает вот этот храм, в котором мы стоим. Он разрушен, он убит, он никому не нужен был очень многие годы.
И вот их история, тех людей, которые умерли за веру, их история про жизнь, их история про любовь. И вообще наша вера – это про любовь. Что ты любишь? Больше удобства временной жизни. Вот все же люди знают, что она закончится. Но все равно мы, конечно, выбираем временную жизнь. А они нас учат выбирать вечную. И всей своей жизнью и подвигом своего мученичества они нас научили, что это главнее. Батюшка с раннего утра весь день на ногах и на все находит время. Служит, встречает паломников, взаимодействует со строителями. Каждый вносит свой вклад, свою лепту. Появились благотворители из Сыктывкара, уроженцы нашего Усть-Куломского района, которые нашли возможность продолжать помогать. И, конечно же, подключаются и местные жители, и благотворители, за что мы всех благодарим, молимся за всех, за каждой божественной литургией. Люди, которые работают сейчас в храме, это люди верующие. Но даже есть, конечно, и некрещенные, бывают работники некрещенные, но каким-то образом люди все равно сочувствующие храму, думающие о Боге, о смысле жизни. Это простые ребята. Это жители села Усть-Кулом, соседних сел, Паспама, Кибаньоля, Носима. Вот. И можно, конечно, поразиться и вдохновиться их трудом, когда каждое утро они приезжают, приходят и в солнце, и в зной, и в стужу делают свое дело. Руки мерзнут, да, но они продолжают. Вот так, пути Господни неисповедимы, так вот привел Господь сюда. И уже третий год работаю, точнее третий сезон здесь работаю. Первое время было тяжело, первый год, потому что когда руины восстанавливаешь, поначалу как бы гнев берет, что в безбожные годы все было разрушено, надо вот этот, ну тяжело как бы, а сейчас уже как бы привык и опыту поднабрался, поэтому трудимся. Наши предки считали, что те, кто строит храмы, входят не только в человеческую историю. Имена этих людей записываются в книге жизни. Строители, которые сейчас трудятся на высоте, считают такой труд не просто работой, а делом всей жизни. И у каждого помощника особая личная мотивация. Ведь уже несколько десятилетий разрушенная святыня просто вопиет к небу о помощи. Есть какая-то мотивация, какие-то цели, как и для верующего человека, как для строителя. Тут не каждый работать сможет. Тут текучка, надо быть верующим человеком, чтобы здесь удержаться, даже вот просто работать. Потому что очень много искушений. И вот так вот. Но мне нравится здесь работа. Работа благословенная. Начинали долго, но потом с Божьей силой все пошло. Вот эту звоновую с самого начала вот подняли за почти 2 месяца. Главное, понимаешь, что ты делаешь. Вот это как бы больше всего-то и держит помочь. В принципе, я рад, все мои родные рады, что я время уделяю здесь. То есть мне самому приятно. Восстанавливать старое
труднее, чем построить новые. И сейчас, чтобы это сделать, приходится очень внимательно исследовать старинные фотографии, чтобы воссоздать былой облик, былую красоту. Тут работа сезонная, поэтапно, чтобы сделать одно, надо прежде делать другое. Все взаимосвязано в строительстве. Чтобы разобрать, чтобы сделать купольную часть, надо крышу разобрать, чтобы крышу разобрать, надо леса построить и так далее. Все, все взаимосвязано. И так поэтапно идут работы, посезонно. В том году одно делали, в этом году вот колокольню. Просто уходим в ноябрь с колокольней, с крышей в зиму, ну ничего, что, за все слава Богу, Кто сказал, что будет легко? Никто не говорил, все знают. Восстанавливать меня всегда трудно, потому что очень много есть, можно сказать, такой работы, которой ее не видать, но она должна быть. То есть, потому что бывает, что, как вот люди многие говорят, что строить новое легче, чем восстанавливать старое. Вот, потому что, говорю, очень много это работ таких, подводных камней, которые им случаются, и надо это делать. Как и мусор убирать, чистить где-то что-то, восстанавливать, то есть убирать старое, делать заново, переделывать и так далее. Ну, с Божьей помощью это все делается. За 2 года было что восстановлено? Конечно, был убран мусор с 1-го этажа. Мы вычищали мусор и завозили песок. На 2-м этаже мы убирали старые полы, обгоревшие деревянные полы, которым досками, бревнам им 160 лет. Ну и, конечно, закладка 2 тавров, то есть делание бетонных полов на 2-м этаже. В этом году уже перешли на колокольню, то есть это поднимать будет 14 метров, уже подняли прилично тоже. Ну и, конечно, и матротонда, то есть купольная часть тоже была сделана. И вот этот храм, хотя он, конечно, некрасивый сейчас еще, конечно, он восстанавливается. Насколько хватит сил у жертвователей, у благотворителей, насколько хватит веры и мужества закончить дело восстановления, насколько у наших потомков хватит любви к этому храму продолжить его жизнь, здесь молиться, здесь творить какую-то деятельность благую. Мы не знаем. Но каждый, живя, он любит то, что он любит. И ради этого он живет. И этот храм – это наша любовь, это наша надежда, это наше будущее. Надежда на вечную жизнь со Христом в любви и радости. Вот так, благодаря помощи неравнодушных людей, день за днем восстанавливается уникальная Воскресенская церковь. Сделано уже очень много. Возводится колокольня, сооружена огромная ротонда, которую увенчают купол и крест.